Ам, Всем привет! Дико извиняюсь за это адское качество видео, ну что имеем, тому рады, и к тому же сегодня дедлайн, да? Итак, гибкие навыки или soft skills – весьма популярная тема в нынешних интернетах, в книгах по развитию личных качеств и в TED Talks в особенности. Итак, гибкие навыки включают в себя что? Две вещи. Это эффективное управление или лидерство, как оно есть. И второе — это эмпатию, либо коммуникационные навыки. Да? Первое, поговорим про лидерство. И здесь у меня вообще не утешительные аргументы. Ну, мы всегда начинаем с плохого, да, поэтому в фильме «Однажды в Америке» Лапша как-то говорил, что по лошади всегда видно, которая победит, а какая проиграет. То есть, если у вас не было лидерства, скажем, в детстве, в школе, то сейчас бегать в поисках правильного коуча, который разовьет из вас крутого лидера, ну, я думаю, что это как минимум бесполезно. Это должно быть заложено вашими родителями, генами, в вашем раннем детстве, в первые 3 года, если быть точнее. Ну и эмпатия. По эмпатии тоже, то есть если ты большой кусок фекалий, и тебя ненавидят одноклассники, тебя ненавидит начальство и ждет, когда тебя можно будет уволить, тебя родители просто жалеют и поэтому не выгоняют из дома, то эмпатия, это не твое, чувак. То есть надо работать над внутренним содержимым, и все. И максимум, что из практических советов, которые я могу дать в коммуникационных именно умениях, да, умениях вести беседу, умениях нравиться собеседнику, это просто умение слушать. То есть это нужно откладывать телефон, неважно с кем, с другом, с братом, с сватом, с коллегой, откладывать телефон и пытаться понять, что же этот человек говорит. И отсюда же как раз вырастает умение именно лидерства, потому что лидерство значит это защита, то есть ты защищаешь тех, кто находится под тобой, это защита подопечных. А тот, кто просто пользует других, это, скажем, это босс, да? Этим отличается босс от лидера. Вот. А начинается это лидерство эмоциональное, когда люди тянутся к тебе и доверяют тебе, это как раз-таки умение слушать. Когда ты слушаешь их запросы и пытаешься удовлетворить их потребности в качестве их лидера, потому что в этом и состоит защита своих подопечных. Вот, это был полнейший экспромт. Спасибо за внимание.